Одной из причин зависти является высокомерие. И недавно я читал в Зейль Табакатель Ханабиля Ибн Раджаба. Он упомянул ситуацию о произошедшем между студентами, в которую не смог бы поверить человек, если бы этот рассказ не был передан во множестве книг хамбалитов. Он говорит, что одному известному имаму из числа больших ученых хамбалитов, Абу Исмаилю Аль-Гарауи Аль-Ансари, сильно нравился мазхаб имама Ахмада. В городе Гаррат, который находился на территории нынешнего Афганистана, он был выдающимся оратором. И там была группа из числа стремящихся к знаниям, которые завидовали ему из-за его статуса. Так сложилось, что известный правитель Аль-Парслан посетил город Гаррат, и во время визита султана Аль-Парслана группа студентов из Гаррат вышли, чтобы посетить его. И по пути, проходя мимо дома этого имама, они сели рядом с ним и сказали: «Мы пришли к тебе, чтобы поприветствовать тебя перед тем, как пойдем к султану». Он поприветствовал их, а когда он вошел к своей семье, они подняли его молитвенный коврик и поставили под ним идола из желтого меда и закрыли его ковриком. Затем они отправились на собрание султана, зашли и сели. Когда они говорили с султаном, то пожаловались на этого имама и сказали, что он портит правильное убеждение людей, и что он поклоняется идолу из-за строгости в утверждении качеств Аллаха. Султан сильно разгневался и приказал пойти тем, кто был у него, к дому шейха, и обыскать его. Они обыскали его и нашли идола под ковриком, на котором он молился, и совершал земной поклон, идола из меда желтого цвета. Они забрали идола и отнесли к султану. Когда султан увидел это, он очень сильно разгневался, почувствовав обман и предательство от того, что шейх оказывается не такой, каким он себя представляет людям. Султан приказал немедленно привести шейха к нему. Он пришел. Когда шейх вошел и увидел на собрании султана своих приятелей, которые были у него, он не удивился, потому что они сказали ему: «Мы хотим поприветствовать султана, но проходили через тебя». Когда он сел, султан указал на идола, который принесли на собрание, и спросил его: «Что это?» Шейх ответил: «Это идол из меда желтого цвета». Султан сказал: «Ты играешь со мной? Ты отвечаешь так, будто в этом нет никакой проблемы?» Шейх ответил: «Ты спросил, что это? Я ответил тебе, что это идол из меда желтого цвета». Потому что его мысли были чисты. Он ни о чем не подозревал. Султан сказал: «Мы нашли это в твоем доме, под твоим ковриком». Имам Аль-Гарауи замолчал и потупил взор. И все, кто был на этом собрании, замолчали. Потом шейх поднял голову и сказал слова, и, как описывает шейх Ибн Раджаб, он сказал их, сильно возвысив свой голос: «Пречист Аллах! Воистину, это великая клевета!» Ибн Раджаб пишет: «И это запало в душу султана, который понял в этот момент, что шейх говорит правду, а те люди лгут». Султан замолчал, завершилось собрание, и шейх вернулся к себе домой. Султан собрал тех, кто хотел навредить шейху, и сказал им: «Либо вы сообщите мне о том, что случилось, либо я накажу вас так-то и так-то». Дальше шейх Ибн Раджаб пишет суровое наказание, и султан не назвал его, но кажется, что оно было очень суровым, так как они испугались и признались: «Да, мы сделали это». Султан спросил: «Что привело вас к этому?» Они ответили: «В его присутствии у нас нет шансов перед простыми людьми. Зависть. Из-за него у нас нет власти над простыми людьми». После чего султан конфисковал их имущество, жестоко избил их и чуть не убил. Затем они вернулись с величайшим позором в свою страну, и шейх избавился от этого заговора. Все это по причине зависти. Человек вряд ли может представить себе подобное о том, кто стремится к знаниям, который знает тексты, но с некоторыми студентами происходит такое по причине сильной зависти, как это произошло с этими людьми.
Это происходит из-за испорченности сердец и ведет к тому, что люди могут навредить тем, кому они завидуют, как это произошло с шейхом Гарауи. Деяния сердец, высокомерие в них – все по причине зависти. Иногда тому, кто стремится к получению знаний, необходимо обращать на это пристальное внимание, сосредоточиться на этом вопросе и упорно стремиться исправить свое сердце истинным исправлением, а не формальным исправлением. Потому что порочность может привести к делам, подобным этим, последствия которых очень плохие. Они были чуть ли не причиной несправедливого пролития крови великого ученого из ученых уммы. Мы просим Аллаха исправить наши сердца и наделить нас хорошим нравом и сердцем.